Хочешь пройти, обходи негласное правило, которое приходится соблюдать при желании и без. Тут никому нет дела, что прохожим доставляются неудобства. Главное, чтобы комфортно было самому водителю. Вот, к примеру, вот и вы же знаете, что вот здесь люди ходят и что вы мешаете людям. Ну тут вообще-то нету знака, запрещаешь стоянку. Вот, ну и даже если вот нету знака, вот чисто, ну, людям же вы все равно мешаете, вы же знаете. Да, я как-то не заметил, что я кому-то мешаю. Если нельзя стоять, я могу и уехать отсюда. Это просто наханок, Остановился только что, нет знака, я же всего на 5 минут. У каждого своя правда. Проблема с парковкой в неположенном месте в регионе не редкость. Нарушители на каждом шагу, и большинство из них просто отгородились от внешнего мира завесой тонировки. Не положим месте припарковать для машин. Затонируем передний боковой стекла, да. Машина для припарковать и патруль машина. Правда, этот беспорядок творится не только на старом автовокзале. Настоящий коллапс очень часто воцаряется рядом с республиканской клинической больницей на улице Муталиева. Здесь постоянные пробки, заторы и любители неправильных парковок. Тут как тут. Запрещена парковка. Вот здесь запрещена парковка. Ну, знака нет, но вы же мешаете и общественному транспорту. Чисто по-человечески. Значит, со 7 минут на скорее. Ну, здесь остановка, здесь каждый день люди ходят. Я подъехал, уехал. Ну вы же 10 минут здесь стоите. Какие 10 минут? Я подъехал только 2 минуты. На деле же никто не думает, что его 2 минуты затягиваются до 10. Так же, как и этот автолюбитель, многие уверены в своей правоте. Казалось бы, пару минут ожидания еще никому не помешают. В реальности же все иначе. Это неправильно, как минимум. За это надо наказывать. Машины ставят где попало. А машины тем самым, короче, создают помехи пешеходам, на тротуарах ставят, короче. И людям приходится на проезжую часть выходить. Это очень плохо, опасно для жизни, как минимум. А вы часто сталкивались с этой проблемой? Каждый день сталкиваюсь. На улице Московской тоже настоящий беспредел. Тут приходится обходить стороной не людям, а самим же автолюбителям. Несмотря на то, что буквально прямо перед носом большая парковка, люди оставляют свои автомобили прямо на дороге. Одно движение, я просто вот остановка стоянка. Тех, кого получается найти, сотрудники ГИБДД предупреждают и настоятельно рекомендуют припарковаться в положенном месте. А те, кто не объявился, возможно, свою ласточку будет искать на штрафстоянке. По закону автомобиль может забрать эвакуатор. Все же среди нарушителей находятся больше добросовестные, которые, возможно, просто не заметили знак предупреждения. Преступление и наказание. Парковка остается не сегодняшней и не вчерашней проблемой. Штрафы за такие прецеденты хоть и невысокие, но все же немного должны отбить желание нарушить. Согласно части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение или игнорирование требований, которые указаны разметкой на проезжей части, либо дорожных знаков, которые запрещают остановку или длительное пребывание транспортного средства в неположенном месте, влечет за собой наложение штрафа размером 1500 рублей. Исключением данного закона является его 5-я часть для федеральных городов, а именно Санкт-Петербурга и Москвы. Если нарушение, которое предусмотрено статьей 12.16 части 4 Кодекса об административных правонарушениях, совершено в городе федерального значения, оно влечет за собой наложение штрафа размером 3000 рублей. Более того, этот штраф невозможно оплатить со скидкой. Не стоит также забывать, что из-за, казалось бы, безобидной неправильной парковки может произойти ДТП. И вот тут головная боль 1 рублем не ограничится. Зелимхан Калоев, Магомед Моисигов, Новости 24.